Мы бегло пройдемся по каждой из категорий, где, в принципе, присутствуют все наши ребята. Да? 57 килограммов финал между Львом Павловым и Ахмедом Идрисовым в нашу пользу. Как оцените борьбу Идрисова? Ну, вот смотрите, конечно, думаю, что вот если мы сказали про Ибрагима Кадиева, значит, эту характеристику ему дали, вот, якутский лев, как я его назвал, якутский лев Павлов. В прямом и в переносном Да, смысле. в прямом и переносном смысле он, ну, может быть, еще чуть-чуть ему не хватает вот для выступления вот на таком чемпионате, может быть, опыта где-то, хитрости, каких-то вещей. Идрисовы братья, они нам известны, их борьба, их почерк, поэтому просто Идрисов переиграл его, вот, хотя очень хорошее впечатление реально оставил Павлов. И он будет на протяжении достаточно длительного времени одним из основных наших соперников вот в маленьком весе 57 килограммов. Кстати, я также заметил маленькую деталь, вернее не маленькую, а довольно-таки существенную в его жизни, в его судьбе. Я бывал в Якутии, и вот мне сказали, что он родом из Сунтарского улуса, а этот Сунтарский улус это что-то типа Дагестана, то есть только в якутском формате, да, то есть там тоже такие очень характерные, очень трудолюбивые люди живут. И то есть там просто эта борьба, она как вот главный, не просто главный вид спорта, это целый образ жизни у них. Поэтому... Ну вот именно на такой земле рождаются такие львы, тигры. Вот, поэтому пожелаем успехов, безусловно, якутскому спортсмену. Он, думаю, что добьется многого. Вот, он такой мощный, сильный, цельный, такой целеустремленный. Может быть, чуть разнообразия в борьбе вот, не хватало. То, что мы видели вот в наших ребятах, чуть-чуть, как мне кажется, так он действовал прямолинейно. Вот. Но тем не менее, очень сильный парень, который выиграл молодежное первенство до 20 лет, также приехал во взрослую, дойти до финала, взять второе место, это очень достойно аплодисментов.